Всем привет, я Итик София. Мне 5 лет. Я писала с мамой в магазин. Я там увидела мыло в разных цветах, в разных запахах и без запаха, в разных формах. Мне стало интересно, откуда мыло взялось, какие виды бывают. Какой род? Какую роль играет в жизни человеку. И мне захотелось своими руками приготовить мыло, естественное мыло. И моя работа приготовить своими руками мыло. Работа такая. Думаю, что сделать своими руками мыло. Тут пришло мыло. И я узнала с детской книги, что люди не знают о мыле. Они мыют грязью, песком, за животных. Одежду стирали гией, травой. И на люди научились варить мыло. Появилась профессия мыловар. Мылом пользуются только богатые люди, а бедные мылись зимой. До времени фабрики, где готовят мыло, очень много появилось. И потом она стала доступна всем. Мыло жизни человека очищает, увлажняет, сосущает, влажное, жидкое, хозяйственное, банное, туалетное, детское. Хотелось начать исследование. Мама, мы нашли интересный опыт. Мыло действует на грязь. Нам понадобится мыло, тарелка с водой, перец черный. Перец насыпаем в тарелку с водой. Еще. Надо мыло. Вау! Она веточка получилась. Второй опыт, как мыло действует на грязь. Можем убрать грязь не только с рук, а из одежды. Опыта. У нас есть просто вода и мыльная вода. У нас есть 2 салфетки. У нас есть карандаш и 1 салфетку. Рисуем 2 полосок с головой. И попробуем постирать. Одну туда, а другую сюда. Постой. Немного. И стираем мыльной водой. Смотрите, на мыльную воду салфетка там стирается лучше, а в другой воде нет, не стирается. Мыло это не только полезно, но и весело. Сейчас я буду рисовать мыльными пузырями. Давайте попробуем нарисовать. Нам понадобится бумага, мыло, трубочка, красители, мыло. Добавляем красители.
ложку перемешиваем. Так. Трубочку. Ой. Еще дуй. Дуй. Угу. Дуй. Не, все, хватит, ладно. Угу. Листочек. Возьмем на пузыри. Показывай. Я хотела сделать вот здесь что будет. Мы приготовили своими руками мыло. Вот это тесто. Будем своими руками делать мыло. У нас есть мыло. У нас есть две косички, оранжевый и синий. У нас есть амортизатор. У нас есть две формочки. У нас есть две палочки, чтобы перемешать все. У нас есть блёшки. У нас есть печатки, чтобы не замываться. У нас есть мишка, чтобы все приготовить. Будем все делать по инструкции. Нужно растопить мыло, мама этому поможет. Топи мыло. А печень надо добавить косички. Теперь надо добавить амортизатор. А теперь надо добавить блёшки. Вот так. А теперь надо перемешать. Вау. Вкусно пахнет. Мыло надо перетереть в формочку. Мы растопили мыло, а теперь надо подождать, когда она остынет. Наше мыло состыло. Смотрите, какая у нас фигурка получилась. Завтра я отнесу мыло в садик. С обитателем помою руки, потом я вам результат покажу. Давайте с тобой помоем моим мылом руки. Давай помоем. Давай теперь говори. Понюхай. Вкусно пахнет. Вкусно? Руки какие мягкие, да? Да. Чистые? Да? Называется УКА Лиля Антоновна предложила провести опыт вместе. Нам понадобится вода, жидкое мыло, косички, лимонная кислота, пищевая сода и ложка, поднос и база. Воду. Сразу. Наливаем воду. Наливаем. Теперь берем жидкое мыло. Все. Воду наливай еще. Еще налей. Наливай. Видишь? Ух ты. Ух ты. Какая? Красная, да? Да. Розовая. Работа на исследовании
рождения мыла нашей жизни. Я все вам показала, приготовить своими руками мыло. Такое мыло приносит радостные эмоции.